Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 30 августа в возрасте 72 лет ушел из жизни Усен Менгелов, врач-терапевт и отец правозащитника Мансура Менгелова, отбывающего длительный срок по сфабрикованным обвинениям. Несмотря на тяжелую болезнь и уже давно будучи пенсионером, Усен Менгелов более 30 лет и до последних дней своей жизни продолжал работать в сельской поликлинике в родном Марийском вилаяте. Грамотного специалиста не отпускали на заслуженный отдых, несмотря на его характер и на то, что он открыто, не боясь, добивался освобождения своего сына. Весной 23 года мужчина перенес в Ашхабаде операцию по удалению камней сразу из нескольких органов, после этого ездил на дополнительное обследование в Иран, но возраст и тяжесть болезни, а также недоступность качественного лечения в Туркменистане вкупе с постоянными переживаниями за судьбу сына взяли свое. Буквально в течение последних суток у мужчины случился очередной почечный приступ. Его срочно увезли в госпиталь в Мары и поместили в реанимацию, однако под утро Усена Менгелова не стало. Последние 12 лет он неустанно боролся за освобождение своего сына Мансура, которого в 2012 году посадили на 22 года в отместку за жалобы на пытки со стороны ныне ликвидированной службы по борьбе с наркотиками. На отца и других родственников Мансура постоянно давили спецслужбы, пытаясь их заткнуть и усмирить. Были попытки подбросить Усену Менгелову наркотики, выселить семью из дома, но мужчина продолжал писать письма и президенту, и в правоохранительные органы, настаивая на невиновности своего сына. Усен Менгелов сильно переживал и за жизнь в стране в целом, за загубленное сельское хозяйство, некачественное здравоохранение, нехватку питьевой воды, плохие дороги в вилаяте и за нищенское существование его жителей. Люди, зная порядочность этого человека, приходили к нему домой не только с проблемами по здоровью, но и чтобы получить совет, как действовать в той или иной ситуации. Чиновники, говорил он, не слушают чаяний народа, а управлять дехканскими объединениями, этрапами и городами, а также целыми отраслями национальной экономики ставят безграмотных и алчных людей. Жизнь в Туркменистане он часто сравнивал со сводами иранского эпоса «Шах-Наме», где якобы справедливый шах Адиль собрал чиновников по реформе сельского хозяйства. Люди молчали, а когда шах попросил любого высказать свое мнение и что-то добавить в план реформы, встал один чиновник. Он робко сказал, что, наверное, налог на сельское хозяйство излишен, так как может истощиться земля или может выпасть недостаточно осадков, дехканин может умереть, и тогда урожая не будет, а налог платить все равно придется. На что шах ответил: «Ты думаешь, шах не подумал об этом? Как ты можешь давать такой совет шаху?» И приказал забить чиновника чернильницами. После этого справедливому шаху никто ничего не предлагал. Редакция Turkmen News скорбит по ушедшему человеку, причем человеку с большой буквы, и выражает искреннее соболезнование его родным и близким. Настанет час, когда Мансур Менгелов наконец выйдет на свободу и сможет навестить могилы своих отца и матери, которая ушла из жизни в октябре 22 года.